На минувших выходных на главной площади Кишинева состоялся народный протест против политической обстановки в стране и высоких цен на газ. Эти проблемы привели сюда около 400 человек. 47-я статья гласит, что государство обязано обеспечить каждому гражданину достойную жизнь, то они взяли, сделали наоборот. Они используют власть в своих интересах. Власть сегодня превращена в их привилегию, которая позволяет им приумножать капиталы. И я не призываю народ к агрессии. Я призываю к тому, чтобы мы выходили и законными методами мирно отстаивали свои интересы. На самом деле митинг – это хороший инструмент. И если его грамотно использовать, можно добиваться своих интересов. Люди, вышедшие на протест, до последнего надеялись, что хоть кто-то из правительства или парламента выйдет к ним и поговорит с ними. Однако к митингующим так никто и не вышел. Закрыли глаза. Они не говорят то, что надо делать. Они должны выйти и говорить, и выполнять. Это то, что их слова. Очень высокие тарифы и на воду, и на электричество, и на газ. Эти тарифы такие, что невозможно их оплатить. Никакой пенсии, никакой зарплаты. Трусы они, трусы, обижают, оскорбляют пенсионеров. Я имею пенсию 593 лея. Они говорят, чтобы дети помогали. Как дети могут помогать? У них у каждого семья. Наряду с кишиневцами выразить свое недовольство против высоких тарифов на коммунальные услуги и действующего правительства приехали и жители городов Камрат и Вулканешты. Это наша общая боль. Не только в Вулканеште, а по всей Молдове. Значит, мы выражаем недоверие правительству, так как он о нас вообще не думает. Даже и не хочет, хотя мы уже собираемся, требуем, чтобы кто-нибудь из них вышел к нам и что-то хоть сказал. Я хочу сказать, что мы не относимся ни к какой политической организации, потому что я смотрю, здесь немножко митинг политический оттенок имеет. Хотим выразить возмущение по поводу цен высоких на газ, потому что это очень нереальные цены для граждан Молдовы. Пустить нам голубой газ. Это раз. Во-вторых, пенсии повышать не на 4%. А на 15-20, потому что мы умрем скоро с голода. Замерзнув, так и не дождавшись кого-нибудь из управленцев, народ принял решение разбить палаточный городок прямо напротив здания правительства Республики Молдова, пообещав стоять там, пока представители власти не выйдут на переговоры с народом.